Маломерные суда спустили на воду. С сегодняшнего дня для них открыта навигация в центральной части республики, в том числе в городе Якутске. О том, есть ли изменения для судовладельцев в этом году и когда лодки спустят на воду в северных районах, расскажет Виталий Абрамов. Андрей Швалов, всю жизнь проработавший капитаном наливного судна, только в этом году решился получить права на маломерную лодку. Так сказать, сапожник без сапог. После сдачи теории он сдает сегодня практику. Вот обучение обошлось в 10 тысяч рублей плюс госпошлина. Ну, я считаю, что это недорого для того, чтобы управлять мечтой. Экзамен принимают строгие, но справедливые инспектора ГИМС. Изменения по части приема минимально. Мы смотрим его возможности, его как познание самой лодки, так и познание самих погодных условий, как они влияют на лодку. Каждая лодка, она сама по себе индивидуальна, но общий принцип работы с любым судном, он один и тот же. От этого и складывается общий зачет или не зачет. Таким образом, с сегодняшнего дня лодки можно спускать на воду в Хангаласском, Намском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском и в Кобяйском улусах и, конечно же, в Якутске. Одновременно с открытием навигации инспекторы предупреждают об опасностях. В районе города Якутска и Мегино-Кангаласского района наблюдается повышение уровней воды. По реке несет топляк, бревна и прочий мусор. В связи с чем судоводителям необходимо внимательно следить за окружающей обстановкой, строго выполнять правила плавания и правила пользования маломерными судами. Дальше навигация откроется в Оймякёнском районе 6 июня, Север и Арктика 10 и 15 июня соответственно. Уважаемые судоводители, помните, наличие на судне помимо документов, спасательного жилета, медаптечки, якоря и других средств спасения не просто обязательно, а жизненно необходимо. Виталий Абрамов, Василий Соловьев, НВК Саха, Якутск.